Леонид Михайлович, я снова приветствую вас в Аяшеве. Вообще, я сегодня хочу поговорить на много разных тем, но начать с такой главной. Я все время это подчеркиваю. Апартаменты – это уже такая очень немного приевшаяся, как бы вроде в обществе тема, но тем не менее без этого никуда. Но прежде чем я к ней вплотную подойду, я хотела бы поговорить о встрече, которую проводил Аслан Георгиевич Бжаня в Абхазском государственном университете со студентами, с нашей молодежью. И там, кстати, он проговорил на вопрос об апартаментах, он там проговорил несколько вещей, что якобы там, когда построятся апартаменты, апарт-отели, причем почему-то эти два понятия все время смешиваются, нужно там 15-20 лет для того, чтобы это хоть как-то отбилось и стало приносить какую-то прибыль. И вообще там и оформление, он очень о многом сказал именно в этой части. Вы как человек, который, конечно, к апартаментам не имеет никакого отношения, у вас их нет, и апарт-отеля тоже. Но вот по вашему мнению, насколько правдив был в своем ответе Аслан Бжаня? Спасибо за приглашение. Рад снова пообщаться с вами. Откровенно говоря, не хотелось бы сейчас говорить о правдивости ответов президента. Давайте пойдем другим путем, просто разберем сами тезисы. Первое, то, что 15-20 лет уходит на то, чтобы отбить вложенные деньги, я с этим совершенно не согласен, потому что, там какая разбивка идет? Первые 5 лет на оформление документов. За период моей работы в парламенте, это 10 лет, 2 созыва, и до этого ряд лет сталкивался с документами соответствующими. Я думаю, последние 15-20 лет на оформление документов уходит не более 2 лет, и вообще это закреплено во всех соответствующих. Вот приходят в парламент документы о выделении земельных участков под строительство гостиниц, отелей и так далее, и в материалах обязательно присутствуют документы, где четко прописано, что на согласование всех необходимых проектов уходит не более 2 лет. Я не знаю, откуда появилось. Может, сейчас качество работы стало такое, что это все растянулось еще на несколько лет, но не думаю, что это так. Второе. Вы понимаете, тезис о том, что надо потенциальному инвестору дать возможность построить апартаменты, продать жилье, заработать на этом, и тогда он готов будет вкладываться туристический бизнес. Это какая-то новая экономическая абхазская модель, видно. Я такой не слышал, честно говоря. Не хочу это комментировать, потому что во всем мире это достаточно прибыльный бизнес. Если мы говорим об инвесторах, понятно, что львиная доля, 99% это граждане России, и в России Сочи, Черное море, Краснодарский край и так далее. Там бешеными темпами идет строительство, по-моему, уже и негде строить, Но чтобы не быть голословными, я для себя тоже хотел определить, в какие мы рамки укладываемся. Я начал спрашивать ребят молодых, ательеров, это небольшие отели, там не комплексы огромные. Если взять такие типа пляжных домиков, коттеджи 2-3-местные, знаете, сегодня они где-то в районе 20 квадратов, там с душевой, с санузлом, с кондиционером и так далее. Ребята говорят, что максимум 3 года. Те, с которыми я общался. Те, кто имеет, более солидные отели, там уже такого, на мой взгляд, среднего уровня, там 15-20 номеров с большим номерным фондом, в районе 7 лет. Все зависит от загрузки, но в данном случае, если мы имеем в виду наше время, понятно, что по сравнению с прошлыми годами, если сравнивать, то сейчас потенциально возможности увеличиваются, к сожалению, идет война. Но люди куда-то должны ездить отдыхать, и Европа закрыта,
Турция, Египет сильно подорожали, и наплыв отдыхающих сегодня огромный. Поэтому я считаю, что вообще, если вести речь о том, насколько это выгодно, вот президент в недавних своих выступлениях говорил о том, что только там, по-моему, с прошлого года по этот номерной фонд и количество отелей увеличилось на 10%. Ну, это же говорит само за себя. Ну, зачем мы придумываем то, чего нету? Это выгодные вложения, выгодный бизнес. 5-7 лет деньги отбиваются. Потом мы не можем же говорить о том, что это затратный бизнес, неокупаемый, это не сельское хозяйство, здесь другого рода риски, а риски, какие люди приедут или не приедут, но то, что сегодня в мире происходит, однозначно говорит, что в ближайшие годы, 5-7 лет, точно мы без отдыхающих не останемся. Поэтому я считаю, что тезисы, конечно, не выдерживают критики, но меня порадовали наши студенты, и на самом деле приятно, что наша молодежь думает о завтрашнем дне, и потом, вы знаете, вообще в жизни не стоит кому-то относиться хуже, чем к себе, и думать, что кто-то чего-то не понимает. И студенты наши, и общество наше прекрасно понимает, что такое апартаменты и с чем связано желание, да, построить и продать их. Вы как-то сказали, что вы готовы эту тему развернуть. Стоит ли мне пытаться сейчас говорить о большем, или вы попозже хотите задать вопрос? Нет, как раз-таки сразу перейду к закону об апарт-отелях и апартаментах. Вот тут сразу ремарочку. Вообще закона об апартаментах и об апарт-отелях в мире не существует, потому что это два совершенно разных понятия. Это туристический бизнес, туристическая сфера, это коммерческая недвижимость, жилая недвижимость. Как их совместили, кто такой неблагодарный труд провел, сделав, значит, вот такой страшный документ, не знаю, но на ваш взгляд, я знаю, что вы считаете, что такой закон принимать нельзя, но мне хотелось бы вот именно в части апартаменты, апарт-отели, как это совмещается, можно ли вообще это совместить? Закон, который нам предлагают, я не знаю, ну, у меня такое впечатление, что его писал кто-то, кто не является ни жителем, ни гражданином Абхазии, потому что здесь есть такие вещи, которые, ну, нормальный наш гражданин не вписал бы, чтобы не быть голословным. Сейчас, немного отойдя в сторону, да, от основной темы, я вот возьму, у нас есть статья 7, в которой говорится, в неотложных, подчеркиваю, в неотложных случаях доступ на территорию имущественного комплекса апарт-отеля, в том числе и в помещение. Ну, в помещение понятно, это и в жилье нам без разрешения нельзя, но мы на территорию говорим. Сотрудников правоохранительных органов, аварийных служб и так далее осуществляется беспрепятственно. Это в неотложных случаях, а так вот в плане патрулирования, контроля порядка и так далее, значит, наши службы туда попасть не могут. И тут сразу всплывает в памяти такой, ну, не инцидент, но все-таки не совсем приятный момент, когда на этой территории находились представители наших властей и те, кто занимается строительством. Кстати, непонятно, почему такое неуважение ни к нам, ни к народу, ни к парламенту. Закона нету, стройка идет полным ходом. Это не нарушение, то есть вот глава государства часто любит говорить о нарушениях, он как-то всегда это хочет видеть и старается найти эти моменты в стане своих оппонентов. Ну, вот стройки идут полным ходом, закона нету. На мой взгляд, это нарушение, но тем не менее, да, вот там речь шла об анклавах. То есть нам в открытую обществу говорят, что да, это будут закрытые территории. Анклав – это государство в государстве. Потом намекают на какое-то развитие сельского хозяйства. Мои дорогие, вы знаете, те, кто строит это и планирует, да, на этом зарабатывать, они через свои торговые сети эти анклавы будут снабжать. Тысячи покупателей, это даже по меркам большого российского города, стабильно привязанные к твоему магазину или к твоему там супермаркету,
это большая выгода. И никто не позволит никому там из местных жителей привозить туда и продавать арбузы. Я извиняюсь за такое сравнение. Поэтому, ну, здесь очень много нестыковок. Вот вы сказали, да, апарт-отель, жилые помещения, постоянная возможность, да, быть собственником и проживать и так далее. Такое впечатление, что кто-то попытался скрестить ежа и ужа. Получилась какая-то шипованная гадюка. Ну вот я по-другому не могу сказать. Вот давайте коротко, я не хочу много говорить, но ну вот апарт-отель, имущественный комплекс, включающий в себя здание, содержащее в своем составе номерной фонд. Ну все понятно, речь идет о гостинице, да, речь идет о номерном фонде. Номер, одна или несколько комнат с мебелью, оборудованием, необходимым для временного пребывания, ну, проживания, значит, да. Дальше апартамент, расположенный в апарт-отеле номер. Номер, мы еще раз, речь идет, номер, да, это из сферы туризма, да, это где человек может снимать на определенное время. Общей площадью не менее 20 квадратных метров, состоит из одной или нескольких жилых комнат со спальным местом, с отдельным предназначенным для отдыха помещением, с кухонным уголком, предназначенным для временного пребывания. Все это вообще я посмотрел, да, из сферы туризма, да, так характеризуются номера в апарт-отелях, где съемщик, подчеркиваю, номера посуточно может снимать эти номера и может очень продолжительное время, несколько лет снимать их. Однако у нас почему-то, это тоже интересно, да, такая нестыковка, да, это все имеется в виду, оказывается, как собственность, то есть эти помещения, номера, дальше из текста видно, что становятся собственностью в рамках имущественного комплекса апарт-отеля. Да, кстати, вот момент. В обязательном порядке должны быть не менее одного многоэтажного апарт-отеля. Вопрос, вообще нам говорят, что это все обсуждается, что это вот такие конкретные установки. А почему не менее одного апарт-отеля, не менее 5 этажей? То есть, а если трехэтажный, почему нельзя? Вот интересные вещи. То есть тут сразу прицел на то, что здания должны быть большие, монументальные, 20-30 этажей и так далее. Ну, понятно почему. Здание апарт-отеля состоит из номеров, апартаментов. Ну, на первых этажах могут быть коммерческие помещения, и апартаменты тоже являются коммерческими помещениями. Это здесь написано. Ну, я начал интересоваться, что это вообще, как трактуется в современном мире. Ну, в современном мире, в западной цивилизации апартаменты – это жилье, собственность ваша. Там это так трактуется. В России, да, вот как здесь написано, это все связано с коммерческой недвижимостью, то есть это коммерческие помещения. Ну и здесь есть интересные моменты. Коммерческая недвижимость не относится к жилому фонду, и здесь об этом говорится. И она используется только для извлечения прибыли для бизнеса. Это в том случае, если вы сдаете помещение. Ну, коммерческая недвижимость в себя включает офисы, там разные помещения, производственные предприятия и так далее. Исходя из этого, она делится на несколько категорий. Если вы позволите, я зачитаю. Первая категория – это свободного назначения помещения, отели, кафе, рестораны. Вторая категория – розничная торговля, магазины, торговые центры и так далее. Третье назначение – офисные здания, кабинеты. Четвертое – индустриальная категория. Производственные здания, промышленные предприятия, склады. Пятое – заостряю ваше внимание, это апартаменты. Многоквартирные дома, аренда квартир, у которых должна быть посуточной. Там, ну, в средствах массовой информации, в свободном доступе так это объясняется. И категория социальная, медицинские центры, там разные гольф-клубы, бассейны и аэропорт тоже это социальное. То есть
инфраструктура. При этом только первые 4 категории имеют непосредственное отношение к коммерческой недвижимости. Апартаменты находятся в 5-й категории. А последние 2 категории, это 5-й апартаменты и социальные, это жилые и социально направленные объекты. Жилые это апартаменты, жилые объекты, и социально направленные объекты это у нас медцентры, аэропорты и так далее. Что касается, вот как у нас написано, жилых помещений, жилой недвижимостью, она относится к коммерческой, ее использование предполагает извлечение прибыли до момента, пока собственник не продаст эту недвижимость. С момента приобретения этого жилья оно перестает быть коммерческим и становится частной жилой недвижимостью. Я не знаю, как еще и с кем разговаривать, и очень надеюсь, что депутаты парламента в целом, да, внимательно вообще рассмотрят этот, ну, на мой взгляд, небрежно написанный документ, в котором на самом деле пытаются термины из сферы туризма, бизнеса, гостиничного перенести на жилые помещения, которые предлагаются к реализации. Вот у нас проблемы, да, по Сухуму, неконтролируемая застройка и прочее. Мне кажется, нашим депутатам парламента стоит задуматься о том, какие изменения надо вносить в законодательные акты. Достаточно одной фразы: без права проживания, я вас уверяю, все станет на свои места, потому что понятие, да, нежилые помещения, предполагающие возможность проживать в них, это нонсенс. Не жилье, но в нем жить можно. Так жить можно везде, в шалаше, но в этой ситуации мы берем нехорошие примеры, которые там, где они появились, да, сегодня уже прекращены. Там принят новый закон и так далее, и все эти вещи начинают регламентироваться по-другому, потому что вот такого рода формулировки вызвали хаос, который привел к огромному количеству арбитражных решений, которые, да, основываясь на фактах, признали эти помещения жилыми, и возможность прописаться в них и прочее, прочее, прочее. Я сейчас эти как бы детали аргументирую не потому, что что-то в законе меня не устраивает, и я как бы считаю, что в нем что-то можно исправить. Нет, я категорически против, еще раз говорю, давайте мы подумаем, да, вот мы здесь пишем, еще раз возвращаюсь к документу, апартамент состоит из жилых помещений, да, вот жилые помещения, там 1 номер может быть, там номерами они называют, да, там из 1-2 комнат, спальных, там кухни и так далее. Но что самое интересное, да, в другой статье, в 4-й, в 7 пункте сказано, что апартамент из нежилого помещения в жилое помещение переводиться не может, это запрещено. То есть мы вначале в статье 2 говорим, что это жилые помещения, а потом говорим, что их из нежилых, они-то уже жилые, переводить в жилые нельзя. То есть тут, ну это несерьезно, на самом деле. Вы понимаете, у кого-то возникло огромное желание заработать. Ну, понятное желание можно поприветствовать в современном мире, достаток, и это все приветствуется. Но я даже слышу от некоторых, их единицы, честно скажем, да, очень мало граждан, которые говорят о том, что вы знаете, это же экономическое развитие, мы можем на этом заработать, вы вот не даете развиваться государству, вы против этого и так далее. Разговора нету. Продажа жилья принесет определенную прибыль государству. Но у меня вопрос, вот мы же говорим сейчас о государстве, там не о чьих-то хотениях, желаниях там и рассуждениях там на улице, да, мы говорим о государственных вопросах. Ну, есть же еще понятие рисков, да, в любом государстве. И насколько я знаю,
подавляющем большинстве существующих государств экономическая прибыль никогда не перевешивает риски. Такого нету, потому что если она начинает перевешивать риски, государство прекращает свое существование. Ну, знаете, когда совсем, может, некрасиво так говорить, но когда мне говорят об экономических выгодах, я говорю, ну давайте, извините, гагринцы, пожалуйста, давайте продадим Гагринский район. Вот дадут нам миллиардов 200, а может 500, наверное, с удовольствием, да, вот красивая территория, прекрасные места, море, солнце, это же выгодно. Ну что ж не продать, это же выгодно. Ну, по такой логике, да. Ну по такой логике, ну нельзя же. Нельзя, потому что это все-таки государство. То есть давайте мы в государственных вопросах будем рассуждать по-государственному. Коммерсанты, бизнесмены, спекулянты, я не знаю, да, я их в одной категории не вижу, но разные есть спекулирующие там на чем-то люди, то они могут как угодно рассуждать. Но мы говорим о государственных мужах, о государственных темах, то я не согласен, это не просто, это некрасиво, да. Не надо пытаться обмануть друг друга. Ищите возможность заработать по-другому. Потом вот у меня возник один интересный вопрос. Вы знаете, это и наш президент в своем выступлении сказал, и до этого я слышал от нескольких людей, что этот вопрос никакого отношения к демографии не имеет. И я был удивлен, честно говоря, и до этого некоторые люди об этом говорили, на мой взгляд, люди образованные, читающие, знающие. Я хотел бы, вот, если возможно, тоже зачитать вообще, вот, что такое демография, да? Это наука о закономерностях численного развития населения. Предметом изучения является закономерности воспроизводства населения, взаимосвязь изменений численности человеческой популяции с другими явлениями в социуме. Подчеркиваю, она изучает закономерности воспроизводства, эта наука, да? А что такое воспроизводство населения? Это основные принципы, на чем основано? Основано на рождаемости, смертности, а также миграции. Речь идет о миграции. Вы знаете, в мире сегодня миграционные процессы, даже трудовые мигранты, не имеющие постоянного жилья, очень сильно влияют на демографию. Более 20 наук сегодня изучают демографию, вы знаете, и постоянно появляются новые науки, потому что влияние на демографическую ситуацию в государстве, в стране, в определенном месте, многих экономических, социальных и других моментов очень велико. 100 лет тому назад, наверное, демографией считали рождаемость и смертность. Но сегодня, еще раз говорю, к демографии относятся миграционные процессы. Еще один пример приведу. Вы знаете, вот мы проводим перепись населения. Кстати, она должна была проходить в 2019-2020 году. По непонятным причинам мы не провели ее. Наверное, нету возможности. Кстати, по возможностям отдельные будут разговоры. Да? Но что хотелось бы сказать. Вот в переписи населения ее же не ведут среди граждан, не смотрят на паспорт, на прописку и на гражданство. Почему? А вообще, что такое прописка? Мы уперлись, вот там продадим жилье, прописки не да. Прописка – это зарегистрированное место жительства, куда придут штрафы или повестка в военкомат, чтобы знать, где вас искать. Отсутствие прописки не значит, что вы здесь не живете и не имеете собственности. Вот пример с переписью населения, он четко говорит о том, что не по гражданству и не по прописке перепись проводится. Перепись проводится по факту проживания.
И если вы продаете жилье, у вас появляется собственник жилья. И ограничить его права в проживании и пользовании собственностью вы не можете. Но это тот самый собственник, которого президент Асламжани туристами называет, да? Да, интересная тоже ситуация, потому что эти же туристы имеют возможность сдавать свои номера по факту жилья другим туристам в аренду. Ну, так не бывает. Туристы туристам номера не сдают. Собственник жилья может сдавать его туристам. Поэтому, вот, честно говоря, мне немного неприятно, неудобно за команду президента и за всех ответственных за этот документ. И более всего мне, наверное, неприятно за наш депутатский корпус, который считают непонимающим и диктующим по указке. Вот как-то априори ситуация развивается пока так. Я думаю, что там достаточно патриотов и здравомыслящих людей, и они-то в этой ситуации разберутся и, наверное, уже разобрались. У меня еще один аргумент. Мы понимаем, что вот после войны 92-93 года, после освободительной войны, часть грузин покинула Абхазию. Это порядка 170-180 тысяч человек. Это по международным данным, тогда по организации ООН, по-моему, представляла данные, если я не ошибаюсь, большая часть обосновалась из них в России. Ну, предположим, даже не большая часть, не 100 тысяч, но минимум там 60-70 тысяч они сегодня проживают в России и, думаю, являются гражданами Грузии. При этом имеют российское гражданство, соответственно, я не думаю даже, что у российской службы есть данные, да, кто из них является гражданином Грузии, потому что у них нет взаимного признания и так далее по факту гражданства. Признание в двойном гражданстве там и так далее, разрешение на этот вид. Но речь о чем идет? В этой ситуации мы позволяя приобретать жилье на территории Республики Абхазия, понимаем, что это фактически призыв к возврату этой категории беженцев, имеющих российские паспорта. Я еще не говорю о том, что они могут быть под маминой фамилией, там, перейти на фамилию жены и так далее. Мы же понимаем, да, что потом появятся ролики в грузинском там, сегменте интернета, да, вот я в Гагре живу, там, речи на грузинском языке, потом будет конфликт здесь внутренний в Абхазии, дестабилизироваться будет ситуация, будем трепать нервы себе, окружающим и так далее. Мы же понимаем, к чему. Потом интересно вообще, что мы в Женеве будем говорить. Вот я здесь прочел, да, что мы сюда не пускаем людей, которые там призывают к насильственному свержению там, конституционного строя, выступают там против государственности Абхазии и так далее. А если не выступают? Если не призывают? То можно, получается. То, ну, получается, не запрещено, получается, что можно. И наши оппоненты в Женеве просто в лице там даже не грузинской делегации, а международных организаций могут предложить нам такую схему. Давайте мы построим за свой счет жилье, еще и вам немножко дадим, да, и при этом без прописки, просто на правах собственникам позволим. А какие аргументы мы будем приводить? То есть так нельзя, а за деньги, подчеркиваю, за деньги можно. То есть вот жажда наживы, и возникает вопрос вообще, там, в далекие 90-е годы грузины просто, видно, поторопились, не учли наши аппетиты. Можно же было все купить, оказывается. Мы же это сегодня транслируем миру. Мы же такой посыл даем. Ну, согласно этому закону, рычагов воздействия этому нет.
А вы знаете, у меня вопрос возникает, а нам не стыдно в глаза смотреть детям погибших, смотреть в глаза ихним родителям? Нам перед ними, перед погибшими не стыдно сидеть и молчать, когда вот сценарий развивается так? Я отнюдь без патетики, спокойно, доброжелательно хочу спросить, вот мы, поколение воевавших, я горжусь, наверное, в те годы, в 90-е, я был, вот при всем трагизме ситуации я был счастлив тем, что принадлежу к такому народу, который ради чести готов сложить свою голову, да. Я на самом деле был горд, вы не представляете, это 90-е, когда разруха, ничего нету, тяжело очень и жить, и выживать, и трагедий много, и все, но вот это чувство национального достоинства, да, то, что многие сегодня потеряли, и, возможно, не потеряли, скорее всего, никогда и не имели, просто притворялись, да, вот все это... Сегодня как нужно воспринимать? Вот мы воины, народ воин, я этим всегда гордился, Кавказ, это родина воинов. Мы те, кто в узком кругу, иногда позволяем себе о ком-то сказать, ну он там не воевал, затасканное слово дезертир можем употребить и так далее. Сегодня мы вот, отмалчиваясь в этой ситуации, мы не похожи на тех, кто тогда оказался в стороне от национально-освободительного движения. Нам самим не стыдно. Мы вообще вот это все ради чего делаем, чтобы заработать? Чтобы кто заработал? Вот, на мой взгляд, государство это абхазское, я имею в виду, вот наше современное государство, это не место для обогащения отдельно взятых людей, там небольшой кучки чиновников или бизнесменов и так далее. Так мы не имеем права себе позволить к этому относиться. Государство это должно существовать для того, чтобы развивался народ, для того, чтобы были перспективы, для того, чтобы каждое последующее поколение все больше и больше раскрывало свои таланты, для того, чтобы рядовой гражданин знал, что у него есть возможности при наличии талантов достигнуть определенного уровня. Но посмотрите, к чему мы приходим, да. У нас по факту существует некоторая небольшая группа чиновников, они вроде здесь и управленцы, и государственными делами занимаются, а с другой стороны они еще и владельцы бизнеса. Гостиниц, там предприятий, хотят еще и апартаменты в этом виде, да, называя их апарт-отелями иметь и так далее. А что народу остается, вы понимаете, должно быть так, или ты чиновник, или бизнесмен, потому что вот у нас огромный чиновничный аппарат, его надо сокращать, и куда эти люди пойдут после сокращения? Они должны реализовать свои какие-то возможности, свой творческий потенциал, создавать что-то и так далее. Ну, мы же не имеем в виду определенную там верхушку, мы имеем в виду вообще всех, да, человек или там, или здесь. А когда и там, и здесь заняты одними и теми же людьми, небольшим кругом, да, получается, что нам предлагают, вот, опережая, наверное, ваш вопрос, вообще перспективы развития абхазского государства, я хочу сказать, вы понимаете, вот, что нам предлагают построение некой олигархической системы, чего, кстати, у абхазского народа никогда не было. Помним мы знаменитое обращение, да, к абхазскому народу, потомка князей Шервашидзе, где написано и сказано: братья абхазы, среди нас никогда не было сильно богатых и бедных, мы все имели одинаковый уровень, да, средний достаток. Вот нам предлагают отказаться от этой модели.
И прийти к модели, когда небольшая кучка людей, ну, понастроят апартаменты, обозначат свое присутствие там в каком-то бизнесе. Их дети будут жить за пределами Абхазии, 100% они уже и сегодня многие не являются носителями абхазской культуры и в последующем вряд ли себя видят, да, какими-то столпами Апсуара и абхазской этики, морали. Но вы понимаете, вот в этой модели одна неувязка, в ней нету места народу, гражданам Абхазии, абхазскому народу, я сейчас не этнически имею в виду, а именно вот государственно образующий, да, мы единый народ, там разные этносы, но один же народ, да, вот места этому народу нету в этой модели. Его место жить за забором шикарных апартаментов, разрушающейся, да, инфраструктуры, за пределами анклава. И влачить жалкое существование, потому что бюджет не предполагает развития, предполагает совершенно другие вещи. И есть, вот по этому пути пошло ряд стран в конце 19-го, начало 20 века, ну там другая ситуация была, времена другие были, и много стран Африки, кстати, они последние десятилетия активно с этим борются. Если вы посмотрите, вот последняя Генассамблея ООН, выступление, да, представителей африканских стран, да, обладают колоссальными ресурсами. Нефть, алмазы, руды, там, металлы и так далее, они нищие, потому что все это принадлежит инвестору. Ну, сарказм понятен, да. Вот, но они все сейчас это ломают и хотят, да, стать. Да. Нам этот опыт ни о чем не говорит. Мы вот, ну мне непонятно, вот опять же никого, ничему не учу. Вы понимаете, у ответственного чиновника высокого уровня, у государственного деятеля, у президента, у министра, у депутата душа должна болеть. Вот в прямом смысле сердце должно болеть, когда он видит вокруг разруху, нищету. Человек должен переживать, он должен мучаться, терзаться и думать, как все это исправить, какие изыскать возможности, да, не как заработать. Я, честно говоря, сторонник другой модели. Эта модель по пути развития, которое пошли ряд небольших государств, это некоторые параллели с Абхазией, это возможность создания малых предприятий, среднего бизнеса, возможность для развития местного населения. Вы посмотрите, вот мы же понимаем, да, что сюда зайдут крупные торговые сети, не дай бог будут построены апартаменты и так далее. То есть олигархат, он агрессивно будет скупать все и подминать под себя. Этот процесс невозможно будет остановить, когда нам говорят, что вот мы только там, послушайте, не то что несколько тысяч апартаментов, один нельзя давать. Вы, создав прецедент, вы просто не сможете ничего остановить. Иногда я думаю, что вот некоторые считают, вот мы это сделаем, а дальше вот после нас хоть потоп, то есть потом, когда совсем плохо будет, это же будет при других, да, но эти условия для того, чтобы продавили других, будете создавать сегодня вы, если вы пойдете по этому пути. Поэтому о чем я хочу сказать, нам не нужна такая экономика, мы должны определиться, в конце концов, не политизировать вопрос экономического развития страны и не приглашать на совещание по этому аспекту, да, ангажированных там людей, своих сторонников, а пригласить вообще всех сегодня имеющих отношение к экономике, имеющих знания и обсудить. Я считаю, нам нужна модель, которая позволит развиваться малому и среднему бизнесу. Когда в стране будет средний достаток, когда уровень жизни будет приблизительно одинаков, конечно, будут богатые люди, и дай Бог, чтобы были. Главное, чтобы не было нищих. У нас почему-то перекос. Никто не против богатых, я против того, чтобы были нищие, чтобы были малоимущие.
Я хочу, чтобы мой народ выглядел достойно, чтобы никто не сутулил свои плечи, потому что ему там не хватает вот совсем небольших денег для чего-то. Я хочу гордиться, радоваться своими согражданами. Поэтому, вы знаете, мы в перспективе сегодня вот пошли тем путем, который может привести нас к трагедии. Поэтому я категорически против апартаментов, против таких экономических моделей. Это модели, направленные на осуществление чего-то частного интереса, но не государственного развития.